Так вот, давайте мы вернемся к Даниилу. Супер успешный человек. 90 с чем-то лет он умер. Дай Бог каждому прожить такую жизнь в полноте. 4 царя пережил. Одни были балбесы цари, другие супер балбесы. Ни одного практически нормального царя не было, ну и более-менее Дарий был. Мы до него доберемся. Итак, мы говорим о Данииле, который был успешный, и он учит нас сегодня со страниц Писания успеху. Другими словами, можно мою проповедь назвать «Уроки успеха от Даниила». И вот один из уроков записан в 4 главе с 21 стиха. Про Даниила идет речь. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию в таком ракурсе. Навуходоносор в очередной раз ему сон приснился. А вы же помните, это самодур дядька был. Приди, скажи, какой мне сон снился, объясни, иначе башка с плеч нама. Иначе там мы порубим на куски, это же все написано в Библии, вы же читали. Порубим на куски, дом твой огню придадим, вообще там весь твой род вырежем. Он был самодур, страшный. И вот тут приходит к нему Даниил, в очередной раз ему сон снится, и он, по мере того, как он услышал этот сон, он общался там как-то внутри с Богом, с Духом Святым, и вот он говорит такие слова. 4 глава книга Даниила с 21 стиха. «Вот толкование, о царь, и вот решение Всевышнего против моего господина царя. Тебя прогонят от людей, и ты будешь жить с дикими зверями. Ты будешь есть траву, подобно валу, и тебя будет омывать небесная роса. 7 лет пройдет, прежде чем ты признаешь, что Всевышний властвует над царствами смертных и отдает их, кому пожелает. Повеление оставить пень с корнями означает, что твое царство будет возвращено тебе, когда ты признаешь, что небеса правят всем. Поэтому пусть будет тебе угодно, о царь, принять мой совет, загладь свои грехи, творя правду и свои беззакония милосердием и притеснением. Может быть, тогда твое благоденствие и продолжится. Эту серию из 4 главы о смирении я назвал «Говорить истину в любви». Вау! Я хочу, чтобы вы представили, когда Даниил пришел к царю, это не был просто чувак с бородой, ну как ты там, братишка, что ты там сегодня осушку пьешь, дай хлебну. У них не было таких отношений. Царь, это был мужик, который просто, у него в голову могло что-то прийти и сказать, что это за наглая рожа. Кто это такой вообще, который не на коленях ко мне подполз и не руки мне целует, а на мою осушку претендует? Отрубите башку ему, да мне все равно, Даниил это, или Белтешацар, или это Авдынага, в конце концов, мне вообще фиолетово. Царь это человек, который ассоциирует себя с законом. Представьте себе, да? Мы же иногда с Богом, там, ну Господь, там, что ты там, как ты там, все нормально у тебя. Или некоторые люди, они с Богом такое понебратство у них. Они вспоминают эти места Писания, ну там Иоанн лежал на груди у Иисуса. Вот я сейчас там лежа или как-то там в церкви там чем-то буду заниматься, вот так вот. Знаете, не надо. Некоторым людям хочется объяснить, ну не надо себя так вести. Если ты по-настоящему понимаешь, что ты в присутствии святого находишься, не надо так вести себя. Как это состояние называется, когда вот понебратство? Понебратство у этого царя, поверьте мне, отсутствовало вообще. Он не терпел такого состояния. И вот приходит Даниил, он ему трактует сон, и причем не в его пользу. Он говорит, царь, 7 лет у тебя начинаются беды. Ты будешь валом. Ну, следующий уровень обозвать царя, это ты будешь козлом. Он ему говорит нелицеприятные вещи. Он ему трактует или открывает ему так этот сон, что этот сон против царя. Знаете, некоторых там трактовщиков видений, когда слушаешь, у них там даже, когда совсем плохое видение, они так красиво тебе это все преподнесут, расскажут. Потому что знают, вдруг тебе не понравится их трактовка, ты ему скажешь, пошел вон, не хочу ничего с тобой иметь. А больше скажу,
Сегодня многие люди, они вообще боятся говорить истину в церкви, потому что думают так: сейчас я Айбеку скажу какие-то слова, ему вдруг не понравится, вдруг он уйдет в другую церковь. Не-не-не, я лучше буду ему только хорошее все говорить. Мы к этому сейчас придем и об этом тоже немножко поговорим. Представьте себе Даниила, который стоит перед царем, и он не боится говорить ему правду. Он не боится заявлять ему о том, что ему нужно сегодня. Мало того, что сон плохой. Второе, он ему еще говорит, что ему надо делать. Он говорит: загладь свои грехи, загладь свои беззакония. Сделай милости или соверши определенное милосердие к притесняемым людям. У этого человека было дерзновение говорить правду, говорить истину, которая поможет. Знаете, мы иногда в чем грешим? Рядом с нами люди какие-то есть, и они нуждаются в настоящем, в честном, может быть, каком-то наставлении, ответе. Мы видим, что у этого человека, например, это наш близкий человек, там, жена или муж, мы видим, что у него проблемы, и мы не говорим об этих проблемах. И мы вместе с ним молимся там, за его финансы. Но мы понимаем, к примеру, что у моего мужа есть корневые проблемы, из-за которых он никогда не получит правильного ответа от Бога. И молчим об этом. Потому что мы боимся обидеть, мы боимся, что сейчас ссора взорвется, мы боимся, что сейчас вот мы там как бы тронем определенные вещи, и потом от этого будет резонанс определенный, круги на воде пойдут. Мы боимся какие-то вещи или какие-то слова сказать людям по одной простой причине. Мы думаем о последствиях, и внутри своего сердца мы говорим: не надо, я не буду этим заниматься. Знаете, что такое смирение? Это когда ты честно говоришь человеку о том, в чем он находится сегодня и что является причиной его проблем сегодняшних. Да. Мало того, что ты способен этому человеку говорить, у тебя у самого такое отношение, ты способен услышать таких людей в своей жизни. Чем церковь отличается от любой другой, там, скажем, организации? Здесь мы слышим иногда Писание, которое больно делает нашему сердцу. Нам иногда больно от того, что мы слышим, что мы понимаем, нам надо в чем-то измениться, нам надо за что-то покаяться. Но иногда из-за собственной гордости у нас даже сил нет признаться в этом. У нас нет сил где-то внутри своего сердца смириться, склониться и сказать: я признаю, я хочу перемен. Сколько людей я видел, которые начинали прекрасно, начинали хорошо, но потом кто-то приходил в их жизнь и говорил: вот это неправильно, вот в этом тебе надо измениться, здесь на вот эти вещи надо обратить внимание. И я видел, как люди обижались. Я видел, как это не нравилось людям. Люди начинали там заводить всегда одну и ту же пластинку: ты кто такой? Что ты лезешь в мою жизнь? Если надо, Бог меня сам обличит через какого-нибудь там ангела несусветного, которого еще не придумали. Что ты лезешь ко мне? Знаете, вот это состояние, это всегда свидетельствует об отсутствии смирения. Поэтому, если есть в вашей жизни люди, у меня, слава Богу, один человек каждый день со мной. Каждый день. Она слушает, что я по телефону говорю, она видит все мои вот эти телодвижения. Иногда, знаете, тынц мне что-нибудь как скажет. И ты думаешь: ты откуда взялась вообще? И тут выбор перед тобой. Либо смириться, либо послать. Послать как бы, без последствий. Мало то, что без последствий. Посылать надо было 27 лет назад. Сейчас поздно уже посылать. Уже надо вместе куда-то двигаться. Уже это совершенно глупое решение послать ее. Надо прислушаться, а так больно, так не хочется, так охота ее на место поставить, так охота ее там ущемить, унизить, сказать: ты женщина, это вот вообще не твоя иерархия, субординацию давай храни. Я маршал, а ты вообще там лейтенант, вон есть у тебя челядь, там этих 4 детей нарожала, вот там команду давай. Чувак, проблема не с ней, не с челюдью с твоей, с тобой, вот здесь. Если она не может тебе говорить, поверь, ты-то ее хоть 27 лет знаешь, меня-то там 2-3 года знаешь. Меня тебе гораздо легче будет послать. Сколько меня уже послало людей, которые, кто-то, знаете, открыто мог какие-то вещи бунтовать, кто-то в сердце своем, он придумал оправдание, лишь бы не делать то, что я говорил, просто пошел своим путем. Там, знаете, вот дома закрылся, из чата выключился, сделал вид, что его больше нет. Итак, смирение
Мало того, что это говорить истину, это принимать истину. Это быть способным что-то услышать, это быть способным что-то принять. Я хочу еще одно место Писания прочитать к этому пункту, потом мы пойдем к следующей серии. Это 2 Тимофею, 4 глава. Откройте, пожалуйста, свои Библии, я хочу, чтобы вы как-то пометили это у себя. У нас просто этого нет на слайде. Здесь апостол Павел, я специально хочу прочитать 4 стиха, потому что это целое такое, назидание, или отрывок назидания, который апостол Павел говорит своему духовному сыну Тимофею. 2 Тимофею, 4 глава с 1 стиха. «Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя возвещать слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи». Он ему дает наставление, что должно быть в церкви. Поэтому если в церкви есть сегодня исправление, обличение, ободрение, если мы сегодня слышим терпеливо, изо дня в день одно и то же может быть учение, то есть это показывает о том, что терпеливо человек учит чему-то, это хорошо. Но дальше он говорит, потому что наступит такое время. Друзья, оно уже пришло, это время. Когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. То, что сегодня происходит. Инфо-цыгане ворвались и в эту сферу жизни. Сегодня, знаете, проповедники, некоторых проповедников, просто люди миллионы, тысячи просмотров. И ты думаешь, что происходит? Включаешь этого человека, и он людям льет в уши прекрасные слова о благодати, о спасении, что уже все. Бог завтра, сегодня просто начнет на тебя изливать. Не слушай тех, которые говорят, что есть причины, что надо каяться в чем-то, что надо то, 3, 10. Это люди, которые рассказывают, знаете, такие мотивирующие, хорошие мотивирующие служители. И кроме мотивации, у них ничего другого не бывает. И когда человек, например, в проблемах, вместо того, чтобы сказать этому человеку о проблемах, братан, у тебя эти вещи, от которых тебе надо избавиться, из-за этого у тебя проблемы, ему будут лучше говорить о том, что все у тебя получится, ты красавчик, верь в себя, Бог за тебя, Он сейчас тебя тащит там за руку, Он то, Он все, Он 3, 10. И сегодня огромное количество на просторах интернета, в том числе, таких учителей, которые нравятся. А больше скажу, это пришло уже, когда-то я прикалывался над этим, я в одной из церквей, в которых я там родился, скажем так, в которой я провел первые годы своего становления, говорили о том, что в Америке ситуация такая. Люди все дают десятины, приношения. Когда эти десятины приношения в течение года подсчитываются, из этого состоит бюджет. На основании этого бюджета мы можем какие-то телодвижения делать. Не на основании веры. Мы двигаемся от того, что мы видим своими глазами. И для того, чтобы этот бюджет сохранить, мне ни в коем случае нельзя человека потерять. А если вдруг я скажу какие-то неудобные вещи о том, что гомосексуализм это грех, вдруг он уйдет. Айба, я просто на тебя смотрю. Нафиг. Я лучше не буду эту тему поднимать. Я же знаю, там у этого человека или у той девушки, у него проблемы с этим. Ой, зачем я буду говорить о том, что курение это грех? Ой, зачем я буду говорить о том, что врать, материться это грех? Ой, не надо. Вдруг этот человек уйдет, найдет себе другую церковь, более удобную, и перестанет деньги приносить к нам в церковь. И я раньше сидел и думал, это где-то там, в неведомой Америке происходит. Здрасте, оно уже здесь, оно уже в сегодняшний день, в Кыргызстане, в России, везде. Одна и та же тенденция. Как только человеку что-то не нравится, он говорит, ой, пойду туда, где любовь. Пойду туда, где меня в щеки будут целовать, такой, какой я есть, где меня примут таким, какой я есть, со всеми моими трудностями, со всеми моими грехами. Да мы тебя принимаем такой, какой ты есть. Просто давай двигаться вместе, меняться, побеждать, чему-то вместе учиться и в чем-то вместе возрастать.